Договоры, конечно, проекты этих договоров вызывают и заслуженную критику. Я не имею в виду даже российский договор. Понятно, что мы его в том виде, в котором его нам прислали, не собираемся обсуждать. Что же касается проекта договора, разработанного отдельно в парламенте, или второго окончательного так называемого проекта, который разрабатывался с участием там представителей ведомств и администрации президента, понятно, что они тоже подлежат критике. Для меня основная задача в обсуждении всех этих документов создать такой документ, который полностью, насколько это возможно, учитывая наши возможности, наши масштабы, нашу экономику, соответствует нашим интересам. Мы можем требовать манны небесной и всего прочего, и сами не соответствовать этому, и мы прекрасно должны понимать, что это нереальные вещи. То есть я приглашал наших коллег, все-таки отталкиваться от реальной базы, существующей, закладывать новые нормативы, улучшающие то, что есть, но при этом понимать, что любой документ, который мы выработаем, будет критиковаться. Это первое. И второе, я вот здесь держу под рукой документ базовой о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Я слышал многих людей в эфире, уважаю всех мнений, есть и разные мнения в плане того, что вообще не нужно реагировать, нужно вырабатывать. Каждый человек имеет свое мнение, я его уважаю. Но также есть высказывание о том, что существует базовый договор, который есть, и нам более ничего не нужно и так далее. Я хотел бы просто освежить в памяти тех людей, кто читал его, и для тех, кто его вообще не видел, некоторые положения базового договора. Если вы позволите, я позволю себе буквально здесь коротко процитировать несколько вещей. Статья 7. Охрана государственной границы Республики Абхазия будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон, исходя из их собственной безопасности. Из интересов. Да, интересов и собственной безопасности. Это статья 7. Дальше. Статья 8. В целях урегулирования вопросов двойного гражданства договаривающиеся стороны заключают отдельное соглашение. Кстати, мы во всех положениях, там несколько вариантов есть проектов договора, нигде этот вопрос просто не обсуждаем и не собираемся обсуждать его в той части, где касается абхазского гражданства. Это второе. Третье. Я коротко, недолго. Договаривающиеся стороны стремятся к достижению высокой степени экономической интеграции. Я слышал критику, это статья 15, тех, кто говорит, что слово экономическая интеграция это не тот термин, он не нужен нам и так далее. Это тоже в базовом договоре. Дальше идет. Республика Абхазия будет поощрять изучение русского языка в ее дошкольных учреждениях и учебных заведениях. На мой взгляд, ничего против этого не имею, хороший посыл, но в наше время, на мой взгляд, он не используется с учетом интересов развития изучения абхазского языка. Это тоже в базовом договоре нужно есть. Договаривающие стороны, статья 23, будут принимать меры по унификации законодательства. Это критикам тех, кто говорят, что такой термин не должен быть заложен, он нигде не присутствует. Такая терминология нам не подходит. Кстати, унификация законодательства, включая гражданское, налоговое, а также законодательство в области социальной защиты населения, пенсионного обеспечения. Это в базовом договоре такие нормы. До 8-го года, да? Да, это базовый договор 8-го года. Вот, уважаемые присутствующие, я присутствующих к чему говорю. Базовый договор, еще раз хочу сказать, это декларация. Все остальные договоры пишутся для того, чтобы совершенствовать, развивать, определять сроки и ставить задачи, да, и техническое взаимодействие как происходит. Это, я больше не отнимаю ваше внимание, просто много по этому поводу велось разговоров. Еще раз говорю, наше общество должно ознакомиться с рядом договоров и соглашений, прежде чем делать какие-то выводы. Благодарю за внимание.